Бадра Гумба 5 лет абсолютно честно выполнял все поручения своих старших товарищей в Жане Анкваба. Ему даже поручали контролировать, извините, ему даже поручали контролировать закупку средств для разгона протестующих и параллельно следить за строительством аэропорта. В декабре не получилось запустить аэропорт. Теперь есть надежда, что к курортному сезону все получится. Также бодро у него идет выборный процесс под строгим контролем, наблюдением старших товарищей Анкваба. Анкваб ни на шаг от него не отходит. Олигархат обеспечивает мощную пропагандистскую программу, ранее невиданную. Цели и задачи у этого тандема понятны. Доделать начатое по сдаче интересов страны и ее народа. При этом войти в списки богатейших людей. То, что сейчас пытаются политтехнологи создать Бадре Гумба новый имидж, то, что он против апартаментов, против антинародных инициатив, не поддается никакой логике. Человек за один день, якобы могущего решать проблемы страны, вызывает у нашего народа массу вопросов. И главный из них, если этот человек имел такие возможности, то что же он молчал все эти годы? Почему не противостоял антинародным инициативам своих шефов? Где было тогда все его нынешнее могущество? Мы сегодня являемся свидетелями большого фарса, разыгрываемого людьми, готовыми и дальше растаскивать страну. Эти методы очень сильно напоминают нам методы лихих 90-х. Наш народ не дал развитию разрушительных процессов и снес символ этой власти позорный забор. А большинство нашего народа не приемлет и не позволит продолжать ту политику, которую мы с вами наблюдали 5 последних лет. То поведение, которое позволил себе кандидат Гумба, находясь в Москве, является нечестным приемом, где нет ни морали, ни этики и полное пренебрежение к выборному законодательству. Надеемся, что и исполняющие обязанности президента, и Центральная избирательная комиссия дадут правовую оценку этим действиям. Бадра Гумба и его советники сами не поняли до конца, что они натворили. Последствия будут очень серьезные. И я считаю важным, чтобы представители штабов Аршба, Хурхумал, Барциц, Арзенба совместно выступили бы со своей оценкой всему тому, что происходит на сегодняшний день. Люди ждут вашей реакции. И самое главное, страна не просто выбирает президента, страна выбирает вектор развития. Или старая власть остается, или все мы со своими прелестями и так далее, или есть шанс изменить все это и двигаться вперед. 15 февраля все граждане, имеющие избирательное право, должны прийти на избирательные участки и отдать свой голос за развитие. Спасибо.